В воскресный день обычно на территории нашего муниципалитета безлюдно и довольно спокойно. Вот только прошедшие выходные немного отличились от остальных. 20 января прошло значимое мероприятие, приуроченное 76-й годовщине со дня образования Ульяновской области. В малом зале администрации муниципального образования Радищевский район прошло торжественное чествование и вручение свидетельств почетным гражданам нашего района по итогам работ в 2018 году. Совет депутатов утвердил список достойных кандидатур, и ими стали те, кто в своей сфере работы смог добиться значимых результатов. Врачи и педагоги, доярки и предприниматели, работники отдела культуры и сельского хозяйства и многие другие. За каждого из них в этот день радовалась душа, и на них, безусловно, хотелось равняться. Сегодня, 20 января 2019 года, мы все являемся участниками большого исторического события – занесения на доску почета граждан муниципалитета. Нашему району всегда было и есть чем гордиться. Это люди, трудолюбивые и творческие, достойные самых высоких похвал и наград. Почетными гражданами Радищевского района и Ульяновской области, которые по сей день вносят большой вклад в развитие района, идут в ногу со временем и помогают своими мудрыми советами. Уважаемые дорогие земляки, в этом зале сегодня присутствуют действительно люди, которые своим трудом, своим отношением к делу, уважением своих земляков достигли тех вершин, за которые весь район им говорит сегодня спасибо. И в первую очередь предзнаменование праздников юбилея, дня рождения области и подходящим днем рождения нашего Радищевского района. Мне в первую очередь хочется сказать слова поздравления гражданам Радищевского района, которые занесены в Золотую книгу почета Ульяновской области. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш вклад, который здесь присутствует и которых сегодня здесь нет. Вы своим трудом не только возвеличили себя, вы возвеличили и район. Огромное вам спасибо, долгих лет жизни, здоровья вам и всего самого-самого наилучшего. И сегодня еще в этом зале присутствуют люди, которых мы будем заносить, занесли на доску почета района по итогам работы 2018 года. 28 ноября 1918 года состоялось заседание районных депутатов, на котором все кандидатуры, которые были представлены трудовыми коллективами, работодателями, были утверждены на занесение районной доски почета. Огромное вам, дорогие друзья, спасибо за тот вклад, который вы внесли в развитие района. Каждый на своем месте, каждый внес частицу своего труда, но вы ее внесли больше. Огромное вам спасибо. Я тоже вам желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, добра вашим семьям и мирного неба над головой. Спасибо вам еще раз и поздравляю вас от всего сердца. Вот в этом зале сегодня собрались поистину лучшие из лучших. Именно те граждане, которые достойны высоких наград, как уровень областной, так и наш районный уровень. Я не буду даваться в подробности, Вячеслав Николаевич уже сказал те слова, которые именно каждому адресованы. Я просто хочу еще раз подтвердить те слова. Это слова благодарности в ваш адрес за ваш вклад в развитие нашего муниципалитета. Ну и, конечно, желаю вам всем крепчайшего здоровья, успехов в труде, успехов в личном плане, всего самого-самого доброго вам и всем вашим близким. Еще раз с наступающим праздником Дня нашего Радищевского района. И, конечно, вчерашний праздник, который проходил в рамках мемориала, в стенах мемориального центра Ульяновской области, именно там тоже были подведены итоги. И, конечно, было приятно услышать, что у нас лучший по профессии занесен Рамазан Камединович Хабибуллин. Тоже хочу поприветствовать, но ее здесь нет у нас, да? Еще раз всех с праздником. В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования Радищевский район Ульяновской области и положением о доске почета муниципального образования Радищевский район, утвержденный решением Совета депутатов от 21 мая 2008 года под номером 5/35 и рассмотрев предложение коллективов, Совет депутатов муниципального образования Радищевский район решил занести на доску почета муниципального образования Радищевский район Ульяновской области следующих граждан: Ахтямову Гульфию Камилевну, индивидуального предпринимателя. Гульфия Камилевна осуществляет свою деятельность с 2006 года.
Имеет свою торговую точку с широким ассортиментом товаров повседневного спроса. Много лет является членом Общественного совета предпринимателей Радищевского района. Принимает активное участие в работе рабочих групп и комиссий по преодолению административных барьеров, выдвижению предпринимательских инициатив. Награждена знаком отличия 20 лет безупречной работы в потребительской кооперации. 8 человек с высоким уровнем подготовленности 52%. Дети ее групп участвуют в различных конкурсах и неоднократно награждались многочисленными грамотами и дипломами. Неизменно на высоком уровне проводят открытые занятия для коллег, воспитателей дошкольных групп, родителей. Является членом Палаты справедливости муниципального образования Радищевский район. Васильеву Татьяну Михайловну, оператора машинного доения, общество с ограниченной ответственностью АГРНЕ, с 1991 года работает дояркой. Вся трудовая деятельность Татьяны Михайловны непосредственно связана с сельскохозяйственным производством, а именно с животноводством. Доярка первого класса с богатым опытом работы, что позволяет ей быть наставником среди молодежи. Васильеву Николаю Алексеевичу, врачу-педиатру, государственного учреждения Радищевская районная больница, работает в системе здравоохранения 30 лет, в должности врача-педиатра 12 лет. Николай Алексеевич в своей работе использует современные методы лечебно-профилактического процесса и проведения профилактических мероприятий амбулаторно и в стационаре при оказании медицинской помощи больным детям. В 2015 году награжден почетной грамотой губернатора Ульяновской области. Сертификат вручается Зайцеву Анатолию Алексеевичу, водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа». С 1983 года работает трактористом. С 1986 года переведен водителем. В 2018 году он перевез семян на севе яровых и озимых культур в количестве 101 тонны. Анатолий Алексеевич перевез с поля 1242 тонны зерна, 253 тонны подсолнечника, 1013 тонны зеленой массы кукурузы. Весь объем работ выполняет на отлично. Сертификат вручается Мутиеву Алказуру Раухановичу, трактористу общества заграничной ответственности АГРНЕ. Алказур Рауханович участвует во всех полевых работах, связанных с подготовкой почвы, севом зерновых и пропашных культур, уходом за посевами и уборочными работами. В 2010 году грамота Законодательного собрания Ульяновской области. В 2012 грамота Министерства сельского хозяйства Ульяновской области. Сертификат вручается Пегову Александру Вениаминовичу, механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа». Александр Вениаминович начал свою трудовую деятельность с 1989 года. Зарекомендовал себя как добросовестный, знающий свое дело механизатор. В период летних уборочных работ намолотил 1364 тонны зерна и 256 тонн подсолнечника. Пискунову Александру Петровичу, директору муниципального учреждения культуры Радищевский районный дом культуры. Александр Петрович с 2010 года является руководителем народного коллектива ансамбля русской песни «Добро». За высокие достижения в развитии культуры Радищевского района неоднократно награжден. В 2002 нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре. В 2014 почетная грамота Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. В 2014 лауреат ежегодного областного ведомственной премии руководителям коллективов областного народного творчества Ульяновской области «Браво, маэстро» в номинации «Руководитель фольклорного ансамбля русской песни». В 2017 победитель конкурса «Лучший руководитель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области». Сертификат вручается Продановой Елене Викторовне, главный специалист отдела реализации программ социального благополучия, отделения по Радищевскому району, областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения Ульяновской области,
Одной из наставных направлений работы Елены Викторовны являются вопросы оказания адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Являлась секретарем межведомственной комиссии. В 2015 году благодарственное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области. В 2018 году почетная грамота Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Сертификат вручается Прохоровой Ольге Владимировне, библиотекарю Октябрьской сельской анатомии муниципальной академии учреждений культуры, межпоселенческая библиотека муниципального образования Радищевский район. Ольга Владимировна строит свою работу на основе отличного знания библиотечного фонда, владения профессиональными знаниями и своего кругозора. Главное направление в работе – героико-патриотическое воспитание. Сертификат вручается Ремезову Павлу Анатольевичу, водителю общества с ограниченной ответственностью «Агромир». Павел Анатольевич работает в хозяйстве с 2015 года. За ним закреплены автомобиль и трактор с навесным оборудованием. Во время посевных работ он занимается перевозкой семян посевным агрегатом. В уборочную страду в 2018 году занял 2-е место среди водителей. Сертификат вручается Сарабкину Владимиру Яковлевичу, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная звезда». Трудовой путь Владимира Яковлевича начался в 1978 году в качестве бригадира тракторно-полевой бригады. В 1989 избран председателем. За период своей работы он внес большой вклад в дело укрепления экономики хозяйства, в повышение производительности труда работников и в целом на улучшение материального и морального благосостояния членов хозяйства. Сертификат вручается Штаевой Валентине Петровне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Радищевская средняя школа номер 1 имени Героя Советского Союза Дмитрия Павловича Полынкина. С 1980 по 2000 год учитель начальных классов, 2006 учитель истории и директор школы. Под руководством Валентины Петровны осуществляется экспериментальная исследовательская деятельность в рамках реализации областной программы развития начального и среднего профессионального образования Ульяновской области, которая направлена на повышение качества знаний учащихся, рост профессионального мастерства педагогов. 22 педагога являются выпускниками школы. Сертификат вручается Федотовой Светлане Викторовне, оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа». С 2016 года Светлана Викторовна работает в качестве телятницы по уходу за телятами до 6 месяцев. Валовый надой за 9 месяцев составил 71 987 килограмм, что на 43% выше надоя 2017 года. Работник готов всегда помочь в работе и трудом, и советом. Сертификат вручается Якуниной Надежде Ивановне, акушерке поликлиники государственного учреждения Радищевской районной больницы. Работает в системе здравоохранения 44 года, в должности акушерки поликлиники 17 лет. Надежда Ивановна – грамотный, квалифицированный специалист, осуществляет лечебную помощь беременным и гинекологически больным, проводит патронаж на дому, ведет большую санитарно-просветительскую работу по вопросам охраны материнства. В 2013-м нанесена почетная грамота губернатора Ульяновской области. Сертификат о занесении на доску почета Родионову Вячеславу Николаевичу вручает глава администрации муниципального образования Радищевский район Александр Викторович Белотелов. Является председателем кооператива. Хозяйство продолжает работать по 2 направлениям – растениеводство и животноводство. Отличается трудолюбием, принципиальностью, применяет передовые приемы агротехники по возделанию сельскохозяйственных культур по интенсивным технологиям. Наш маленький Радищевский район на карте Ульяновской области занимает маленькое место, но в этом районе живут прекрасные люди. Я приехала сюда 38 лет назад, 18-летней девчонкой, совсем глупой, и пришла, и Зинаиду Григорьевну в этот день назначали директором школы. В этот самый день, 15 августа, она была назначена директором школы. И 30 лет я проработала под ее руководством, и вот уже 89-й год работаю
директором школы, нашей первой школы. Я благодарна судьбе, что я живу в Радищевском районе. Я благодарна всем вам, которые оценили мой труд. И я думаю, это благодарность в сердце каждого, кто сейчас сидит за этим столом. Симбирский край был образован в 1796 году. Благодарим Павла I, которого убили мы все-таки, царя-то. Но тем не менее, именно он в 1796 году образовал Симбирскую губернию. И наш край, Симбирский, Ульяновский, занимает почетное место в ряду регионов нашей огромной России. Пусть Россия процветает, пусть наш Радищевский район процветает, и пусть люди, живущие на этой земле, чувствуют себя достойными этой жизни, гордятся, что они живут на этой земле. Спасибо всем, всех с праздником. Мне хочется сказать и тем людям, которые были отмечены по итогам 2017 года и по итогам 2018 года, слова благодарности, поздравить вас, поблагодарить за ваш труд. Здесь было много сказано. Вот самое главное, наверное, это не только то, что вы сделали, да, это безусловно, и никто бы из вас здесь не находился в этом зале, если бы этот труд не был огромен. А самое главное, это за тот пример, жизненный путь. Уверен, у каждого у вас он очень непростой, этот, и будучи педагогом, будучи работником животноводства, полеводства, растениеводства, каждый из вас в первую очередь это пример для своих соседей, для своих односельчан, для своих земляков. Я убежден, что за этим столом находятся люди, на которых мы бы хотели, чтобы были похожи наши дети, наши подрастающие поколения, чтобы они так же, как и вы, бескомпромиссно, принципиально, несмотря ни на что, вопреки всему, работали, трудились на благо своей малой родины, своей большой родины. Ну а пожелать вам хочу всем крепкого-крепкого здоровья, здоровья вашим родным и близким, счастья, Ульяновской земле и Радищевскому району процветания. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям, желаю всем хорошего здоровья. Ну, труд, конечно, наш оценивается, это всегда плохого человека не выберут никуда. Это уж по своему я знаю. Я уж отработал здесь с 1973 года в Радищевском районе. Работаю на пенсии. Сейчас вот, ну, все еще приходится работать. Но население у нас, конечно, сейчас пожилые, приходится очень много им помогать. Вот. Но молодежь не хочет работать. Им все, как говорится, большие заработки надо. А чтобы вот здесь на месте поработать, никто не хочет. У меня такое пожелание, чтобы, да, действительно вот доходило до молодежи, чтобы они вникались в нашу работу, вообще в общественную работу и, как говорится, прирастали корнями к земле, где родились, там и пригодились. Ну, в общем-то, поздравляю вас всех с столь знаменательным событием в вашей жизни. Это, значит, бумажечка в рамочке, она будет долго напоминать вам о вашей работе, значит, сыновьям, внукам, правнукам, ну и далее. Есть будет что показать, и есть будет что рассказать. И, в общем-то, здоровья вам всех, успехов вам и всего доброго, и всего всякого благополучия. Продолжилось мероприятие торжественным открытием доски почета. Как подчеркнули сами руководители, отрадно, что давняя традиция, уже слегка подзабытая, вновь восстановилась. И уже с новейшей доски почета на своих земляков смотрят лица самых достойнейших. 84-я годовщина образования Радищевского района. Открываем доску почета муниципального образования Радищевский район, куда вошли лучшие люди района, представляющие различные отрасли производства и организаций. Мы прославляем и чествуем их сегодня. Внимание! Звучит гимн Радищевского района.
Подрезайте. Ножницы. Ты что? Ну, в принципе, ведущий всю речь он уже сказал. Я единственное хочу напомнить, что вот Александр Викторович отмечал, когда мы сейчас вручали сертификаты занесения на доску, да, вот в малом зале, действительно люди ставили в укор, что мы запустили вот именно такой вид поощрения наших земляков, наших тружеников, как занесение на районную доску почета. Вы, наверное, помните, она стояла у нас вот там, и лет, наверное, 8 мы эту процедуру не обновляли. Мы, наверное, сегодня с Александром Викторовичем принесем слова извинений и прощения за то, что мы это не делали. Но сегодня историческая справедливость, она восторжествовала. Доска почета открыта. Я искренне поздравляю всех занесенных на доску почета. Я еще раз напоминаю, 28 ноября 2018 года состоялось заседание Совета депутатов, где все кандидатуры представлены трудовыми коллективами, руководителями, работодателями, значит, были утверждены Советом депутатов на занесение на доску почета, что сейчас и свершилось. Поздравляю, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Поздравляю с годовщиной нашей родной Ульяновской области, с наступающей годовщиной нашего родного Радищевского района. Желаю всем землякам, самое главное, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра в каждом доме. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Всего самого хорошего. Спасибо. Для героев этого дня в продолжении работниками культуры был подготовлен и праздничный концерт. В фойе здания РДК организовали выставку о почетных гражданах нашего района, которые также были занесены и в Книгу почета Ульяновской области, а также Российской Федерации. Для всех награжденных этот день стал одним из самых важных. Ведь всегда приятно, когда твой труд оценивается по достоинству. Мы пожелаем крепчайшего здоровья всем, кому посчастливилось теперь быть в самом сердце нашего Радищевского района.